Еще 10 лет назад о ментальном здоровье, если и знали, то не придавали такое значение. Это новый тренд, которым спекулируют псевдоспециалисты сейчас, или все же действительно это то понятие, то состояние, которому нужно уделять внимание? Разбираемся в нашей программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Наталья Тулбаева, главный врач Республиканского психотерапевтического центра, главный внештатный специалист-психотерапевт Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Наталья Рифовна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала разберемся. Ментальное здоровье, что это? Если смотреть по терминологии, которую нам дарит Всемирная организация здравоохранения, то это полное благополучие, когда человек может ориентироваться на свое эмоциональное состояние равновесия, когда он полностью ориентирован в своих потребностях, имеет ровный устойчивый фон настроения и, соответственно, выстраивает свою социальную активность так, как это удобно для всех, в том числе и для него. То есть состояние души, условно? Да. Вот у состояния души бывает сезонность? Вот сейчас часто говорят осенняя хандра, зимняя депрессия и так далее. Действительно, сезонный характер аффективных расстройств, он имеет место быть. И это тоже достаточно серьезное состояние, которое иногда в тяжелых случаях требует помощи специалистов, либо психологов, либо даже психотерапевтов, либо врачей-психиатров. Значит, осеннее обострение имеет место быть? Мы говорим о разных вещах. Обострение сезонное, оно присуще в основном хроническим психическим расстройствам, которые действительно имеют вот этот сезонный характер. А сезонная хандра, она может быть у достаточно большего количества людей, которые имеют эти проявления, такие как сонливость, вялость, упадок сил, сниженное настроение, определенная угрюмость или нежелание общаться и быть вот в той физической активности, которая обычно присуща. Но, тем не менее, они длятся несколько месяцев и могут пройти самостоятельно, если человек берет себя в руки, либо если он обращается за помощью к специалистам. Я правильно расслышала снежное настроение? Сниженное. Сниженное? Да. Я уже думала, что есть какое-то новое понятие. Нет. Наталья Рифовна, какие ментальные заболевания, если можно так выразиться, сейчас характерны для современного человека? Я думаю, что, в принципе, каждый из наших телезрителей уже может сейчас назвать, наверное, полный список, но тем не менее. Но наиболее часто встречающиеся – это невротические состояния, различные неврозы, и, соответственно, это депрессия. Это вот два основных пула заболеваний, от которых страдает современное общество. Учитывая современные темпы, учитывая ту нагрузку, которую мы испытываем, учитывая ту информационную нагрузку, которая тоже неизбежно кладется, попадает на нас. То есть ритм нашей жизни, по сути, это те жернова, в которых мы переломалываем наше ментальное здоровье, состояние души. Это наши современные реалии. Как с этими реалиями справляться? Уметь переключаться. Уметь четко выстраивать свой темп и свой ритм жизни. Есть время, которое уделяется работе, есть время, которое уделяется семье и самому себе. И вот то время полезное для самого себя, полезное для своих родных и близких, необходимо использовать именно вот с тем результатом ожидаемым, когда это будет вкусно для самого себя. Это должны быть и, хоть это может быть и банально звучит, прогулки на природе, выезды с семьей, общение с друзьями. Причем это общение должно быть приятным, которое не связано с рабочими моментами. Мы должны уметь переключаться. Это должны быть и посещения театров или выставок, или киносеансов. Это может быть просто время, когда уделяется самому себе любимому полчаса, час, 2 часа, и вы занимаетесь теми инструментами, теми любимыми занятиями, которые для вас очень важны и полезны. Когда вы полностью обновляетесь и вот восстанавливаете свои ресурсы. Каждый должен найти для себя то хобби, то увлечение, ту маленькую изюминку, которая сможет восстановить его. Я боюсь, что у большинства наших сейчас людей хобби – это телефон. Согласна. Телефон – это наша вторая жизнь, а иногда это может быть даже и единственная жизнь, когда мы получаем всю информацию из
тех чатов, из тех групп, из тех каналов, которые доступны для человека. Когда мы книги даже читаем непосредственно за счет тех закачанных ресурсов, интернет-ресурсов, которыми мы можем воспользоваться. Когда мы получаем нужную и необходимую информацию из телефона. Но, тем не менее, мы должны понимать, что та нагрузка, которая идет на нас, она может иметь и отрицательные воздействия. И зачастую, когда вы уже испытываете состояние бессилия, упадка в настроении, чувство тревоги, которое мешает вам нормально себя чувствовать, нормально спать, нормально трудиться, нормально общаться, все-таки в таких случаях мы, как специалисты, ограничиваем пользование СМИ и в том числе телефонов. Наталья Рифовна, а вот теперь, если мы продолжим разговор о телефоне, то очень многие рассуждают, зачем запоминать, если можно посмотреть за 3 секунды. Это вот поколение альфа, дети, которые родились после 2010 года. Вот как им объяснить? Ладно, взрослые понимают. Сейчас очень многие, да, с телефоном как-то есть эта тенденция, телефон убирают. Но как объяснить детям? Как маленьких детей отвадить от этого то ли плюса, то ли минуса нашей жизни? Очень сложно отвадить от того, чего иногда вначале в самом дается без ограничений. Но мы прекрасно понимаем, что даже вот просто просмотр экрана, он влияет негативно на наше физическое состояние. Устают глаза, появляется синдром раздраженных глаз, появляется вот эта вот сухость, резь в глазах. Но это только то, что мы испытываем физически. А еще есть и эмоциональные проявления, когда появляется раздражительность, когда появляется какая-то даже проявляемая агрессия на ту усталость, на те, может быть, недополученные результаты, которых человек ожидает, если это, допустим, касается какой-то игрушки в телефоне. И в любом случае, поэтому, если мы можем воздействовать действительно на взрослого человека, и он понимает необходимость ограничения, с детьми и с подростками в данной ситуации гораздо сложнее. Отнимать полностью телефон нельзя. Мы прекрасно понимаем, что это может вызвать только негатив и отчуждение от родителей, от взрослых, которые раньше были очень значимы. Необходимо договариваться с ребенком, с подростком о том, что есть определенное время, когда ты пользуешься гаджетом либо пользуешься телефоном. Остальное время оно должно быть четко распределено, и ребенку надо объяснить, как. И другой вариант, учитывая, что да, действительно, очень легко и просто получить информацию из телефона, значит, и та информация, которую вы хотите донести до ребенка, она должна быть именно в том же самом ключе. Кратко, емко, необходимо давать информацию, давать какие-то сведения, давать какие-то мысли, предложения, для того, чтобы у ребенка вот эта вот выстроенная уже структура, она была согласована ментально. Он четко понимал, что то, что он получает через интернет, оно приблизительно то же самое звучит от человека. Наталья Рифовна, и еще в начале нашего разговора вы говорили о том, что для того, чтобы сохранить свое здоровье, спокойствие души, нужно уметь переключаться. Но люди не машины. И вот этой кнопкой, да, какая у нас есть на клавиатуре компьютера, к сожалению, это очень сложно. Вот что вы посоветуете? Вот практически реальный совет. Понятно, что прогуляться, попить чай и так далее. Но что еще можно сделать для того, чтобы цифровизация не прошлась вот этим вот катком по нам, по нашему здоровью? Вспомнить те любимые, но нереализованные увлечения, те мечты, которые хотелось когда-либо реализовать, и попробовать их реализовать. Для кого-то это танцы, для кого-то это просто физическая активность, для кого-то это умение попытаться начать рисовать либо музицировать. Сейчас нет таких ограничений, что ты можешь получить эти знания, эти возможности только в детском возрасте. Когда ты хочешь и когда ты можешь воспользоваться всеми предлагаемыми ресурсами для того, чтобы начать это делать в том возрасте, когда ты действительно это захотел. И необходимо прислушиваться к себе, потому что иногда действительно необходимо остановиться. Хотя бы для того, чтобы понять, чего ты достиг.
похвалить себя таким образом. А иногда это необходимо для того, чтобы просто спокойно продышаться, почувствовать, как ты себя вот ощущаешь свое тело, понять, что тебя беспокоит, и тогда уже действовать. Наверное, самый главный вывод, который мы делаем из нашего с вами интервью, это прислушаться к себе, а не к телефону, и действовать. Причем в любом возрасте. Согласна с вами, абсолютно согласна. Наталья Рифовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились такой важной и нужной информацией, особенно как быть с гаджетами, с детьми, потому что эта проблема сейчас вопрос, который очень многих волнует. Спасибо большое, что подсказали выход из ситуации. Я надеюсь, что наше интервью будет полезно для наших телезрителей. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.